Мы заходим в 10-ю квартиру по улице Дадар, 4, села Намцы. Около месяца назад здесь произошел самый крупный пожар за очень много лет в истории Улуса. 12 квартир, более 50 человек, половина из которых дети, с тревогой ожидают решения своего будущего. И вот мы заходим в 7-ю квартиру, где предположительно и начался пожар. Огонь начал распространяться с балкона. И интересно то, что хозяйка этой квартиры обращалась в местное ЖКХ зимой еще с сообщением о том, что у нее сгорел бойлер. В 7 часов вечера я, например, зашла домой из огорода, да? Ага. А в 7:20 он уже полностью горел. Пожар прошел месяц примерно назад. Сколько семей пострадало? Как вас разместили и что сделала администрация? Пожар случился 28 июня, внезапно. Хорошо, что мы все были дома, и не ночью. Все спаслись, постарались ночью вытащить свои вещи. Некоторые вещи хоть что-то спасли. Администрация сразу среагировала. В ночь пожара они уже приехали и нам предоставили временное место пребывания в ДЮСШ, в зале ДЮСШ. Сразу мы разместились все там. Больше 10 дней мы там проживали. Хорошо, что мы вместе, все вместе находились. И в оформлении документов тоже все вместе мы сообща работали, бегали. У каждой семьи своя история. Например, у меня 3 семьи, 2 взрослых сына. У нас это жилье единственная собственность. Стараемся, да. Но администрация села и Улуса старается что-то делать. Но закон есть закон. Они против закона никак не пойдут. По программе по рельсам положен только 8-квартирный дом, и они стараются построить 2 таких дома. Я, наверное, самая старожилка. С первых дней, черновой вариант мы это приобрели, и все 20 лет мы ремонтировали. Вот недавно, 3 года назад, сделали капитальный ремонт всего дома. Какой-то процент мы сами оплачивали. Огонь начинался с 1-го этажа и перекинулся на крышу, поэтому наша квартира, 2-й этаж, больше пострадал. С крыши потолок весь сгорел. Но со стороны видно, что обшивка стоит, но внутри обшивки все сгорело. Я жила в 10-м квартире. С 7-го квартира началась, и у нас все сгорело. То, что осталось, нашла этот свою новую чайник. А так все сгорело у нас в комнате, потолок сейчас без потолка, все шкафы. Мы в прошлом году ремонт сделали. Вся одежда зимняя, в балконе были, все сгорело. Я только детей успела закричать, чтобы они вышли на улицу. У нас сперва временное это пребывание разместили в детской спортивной школе. Конечно, мы очень благодарны нашей администрации, главе Улуса Юрию Иннокентьевичу и главе Ленского наслега. Они нас вообще не бросили. С первой минуты пожара они были с нами. Даже автобус приехал, чтобы нас увезти. Мы все вместе держались. Они к нам приходили, обеспечивали горячее питание, вода. А сейчас сейчас мы все съехали на съемные квартиры. Ага. Мы работаем вместе с администрацией, чтобы выдали, построили квартиру. Но сейчас, видать, законы поменялись, и программы дальше от пожара, кажется, нету. И все идет из благотворительного фонда. Если мы построимся, то это будет благотворительный фонд только. Это вам так говорят? Это нам так сказали, да. Мы вроде и документы собираем, и все вместе это прорабатываем. Даже названы адреса улиц, где будут построен новый дом. Там говорят, сейчас в первую очередь 8-квартирный, то есть фактически 4 квартиры. 8-квартирный дом будет, сказали. А какой список, как они составляют? Список, не знаю, они нам сказали, что будут строить 2 дома, потому что есть погорельцы в селе Апаны и в селе Хамагатта. Там еще раньше в Апанах было весной, в Хамагатте, по-моему, уже давно было, в прошлом или позапрошлом, 3-й год, по-моему. Из-за этого они все равно будут предоставлять всем. Не знаю, а 2-й дом будет либо в Хамагатте, либо в Апанах, потому что по условиям этого фонда там 1 дом, 1 населенный пункт. Я с болезнью не смогла ДЮСШ там отсидеть, да.
поэтому я в Хамагатте сестре жила. И вот квартиру арендовала, и вот там я сейчас нахожусь. Ну, говорят, у меня дом есть, да, отцовский, очень старый дом. Но это администрация говорит, что у меня есть жилье, поэтому тебе, говорят, не положено. Но я говорю, что у меня отцовский дом вообще старый. Там никак невозможно жить, зимовать. Там все, это старый дом был, да, все открыто там. Невозможно. И они говорят, чтобы я там акт составляла, да? Экспертизу на комиссию. Если так будет, да, тогда я без второго дома даже останусь. И без этого, кажется, я так думаю. Как быть, не знаю. Мария сама инвалид второй группы, она вот, по состоянию здоровья сейчас не работает и находится уже который месяц, уже больше сентября месяца находится на больничном. Ага. Но сейчас она вот постоянно в город ездит на лечение, да, на химиотерапию, поэтому вот старый дом, который находится по улице Ленском, тоже непригодно. И вот нужна вот независимая экспертиза. Мы сами вот нашли компанию, которая делает экспертизу всего дома. Кажется, таких компаний не очень много, которые работают с погорельцами. И с нами согласилась работать Стройтехнология. И они составили договор с администрацией села. Сперва сказали, что с каждой квартирой будут составлять договор, но лучше, наверное, составлять администрации села, да. Но мы из двух компаний выбрали Стройтехнологии. Надеемся, что экспертизу они быстро сделают, а так положено по очереди. У них в августе стояло, но ввиду того, что у нас время сжатое, нам надо побыстрее сделать сметную работу, и поэтому нам пошли навстречу, они договор составили. В прошлом году я купила в ипотеку, и вот даже год не прошло, и вот сразу дом сгорел. Вот ипотека остается? Ипотека остается, да. Ну, у меня была страховка, но сейчас страховку так как не дают, я вот пустую плачу. А почему не дают? Ну, так как не возбуждено уголовное дело, или отказ, или возбуждено должно быть. Ну, так как этого нету, вот поэтому ждем результата экспертизы. Что-то очень медленно идет. Но надеемся, будет. Некоторые квартиры были приобретены за счет материнского капитала, некоторые взяты в ипотеку. Сейчас они вынуждены арендовать жилье. Как нам пояснили местные власти, фонда для погорельцев в селе просто не существует. В данное время в селе Намцы у нас сгорел двухэтажный 12-квартирный дом по улице Дадр номер 4. Пострадало 53 человека, из них взрослых 24, детей 21. Сперва мы всех пострадавших разместили в пункт временного размещения, оказали медицинскую, психологическую, обеспечили питанием, горячим питанием. После оказали материальную помощь в виде 600 тысяч рублей. Общая сумма это оказанная. Также велась работа по организации детей в лагеря. Так, в данное время сейчас у нас 4 детей размещены в лагере летний. Также 2 взрослых были тоже размещены в лагерь. У нас тут в селе Намцы, в здании Намского педколледжа был организован лагерь для ветеранов, для взрослых. Там размещены 2. Также в данное время сейчас у нас ведется работа, но вышли в республиканский масштаб и федеральный, где будет рассмотрено и будет финансирование строительства нового здания. Сейчас в данное время мы выделили земельный участок и работаем по составлению проекта сметной документации 8-квартирного жилого дома. Но это 53 человека в 8-квартирный, да. Дом вряд ли поместится. Да. В данное время ведется работа еще 2 таких домов. Это будет 16 квартирных домов. Также нами сейчас ведется работа... 2 16-квартирных дома? Да, 2 8-квартирных.
Также сейчас в данное время ведется у нас работа с предприятием «Стройтехнология» по оценке Ущерба. Да, ущерба. Угу. Также нами был проведен марафон, где поступили финансовые средства 416 тысяч рублей. Концерт благотворительный сделали. Также нами был создан 2 пункта по приему материальной помощи пострадавшим. Угу. Проектно-сметная документация на какой стадии и когда планируется? Сейчас в данное время составлены договора, сейчас проводят изыскательные археологические работы, изыскательные работы. На месте? На месте, на земельном участке, где выделен земельный участок, там проводятся изыскательные работы. А по 2 другим домам? Там же вот 2 дома, всего будет 2 дома по 8 квартир. А, понятно. Ну там все они размещаются? Да. Когда планируется начало строительства и завершение работы? Но в республике в данное время именно по погорельцам работает одна программа. А эта программа в этом году квот нету. В 2023 году. Начало работы? Да, начало. Угу. Не начало, а прохождение конкурса. Еще мы будем проходить конкурс. После уже. В 2023 году будет строиться вот этот, если мы выиграем этот конкурс. А вообще до этого в Намцах какие-то такие большие серьезные пожары происходили? Я в этом году избрался в январе. Да, ну, будет, и наверное, я не могу сказать. Ну, то есть до вас вообще не было истории никакой? Не знаю. Это моя квартира была, шестая. Ага. Пожар, когда вышел на крышу, да, и все на потолок, вот. Ага. Вот, да. Вот еще, вот кухня была. Вот тоже с потолка все горело. Так хорошо жили бы тут. Вот и спокойный район был. И вот, ну, весь потолок совсем сгорел. Это когда тушили, да, у вас? Ага. Все вот это. Ага. С 7-й квартиры начался, да, пожар с балкона. В том подъезде, да? Да, я тут, я больная, у меня онкология. Я тут лежала, потом встала, чай попить пошла Ага. на кухню. Вот здесь пью, да, чай. Ага. И вижу, что это дым идет, прошелся дым. Туда побежала, как открыла, смотрела, уже там горит открытый огонь. Уже на 7-й этаж дает. Вот. Потом бегом вышла, всех соседей постучала, всех предупредила, и вышли мы. Ага. Вышли мы, Ага. там все осматривали, там уже горит. Ага. Я обратно зашла, чтобы документы забрать. Успели, да, документы забрать? Документы только успела, и вот уже дым был здесь. Ага. И уже на выход. А во сколько пожар начался? Вечером, днем, утром? Вечером, после 7 часов. То есть большинство людей дома были, да? Ага. Соседи мои все были дома, они уже на ужин наготовили там уже, начали там ужинать. Ага. Все дома были. Понятно. Документы взяли и все.